Новые правила работы летних лагерей. Почему самоизоляция для ребенка может быть опаснее группового отдыха. Заботой о людях и рыбе на Вилюйской ГЭС приступили к водосбросам. Полутеневое затмение Луны – редкое природное явление, можно было наблюдать в небе над запретным городом в Пекине. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В Якутии за сутки выявлено 78 случаев коронавируса, 42 человека выздоровели. 61 заболевшие в Якутске, 7 в Мегино-Кангаласском районе, 6 в Намском, 4 в Мирнинском. Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются. 16 человек находятся в тяжелом состоянии, 633 человека переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении. За сутки лабораториями республики обработано 3448 тестов на коронавирус. В обсерваторах находится 689 человек. Подводя итоги двух последних недель, Айсан Николаев отметил, что удалось сбить темпы прироста количества больных с 9 до 4%, за последнюю неделю с 7 до 4%. Это показывает, что те меры, которые были приняты у нас в республике по дальнейшему соблюдению ограничительных мер и в особенности по городу Якутску дают хороший результат. Мы уверены, что после этих выходных мы тоже увидим улучшение ситуации, сказал он. По его словам, достаточно напряженная ситуация остается по Намскому и Мегино-Кангаласскому районам. Вместе с тем, в последние дни опасения вызывает Мирнинский район. У нас решением оперативного штаба района рекомендовано всем главам муниципальным образований не проводить национальный праздник ИСЭХ в этом году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Принято решение о том, что 125-летие старейшего села Мирнинского района Тасурях пройдет 5 сентября этого года, а 60-летие села Рылах будет отмечаться 4 сентября этого года. В настоящее время у нас актуальным остается вопрос организации детского отдыха. Однозначно можно сказать, что в июне у нас будет только дистанционная форма, то есть вот онлайн режиме, к которой дети уже привыкли за апрель и май. Мы очень надеемся, что в июле нам удастся организовать очно-заочно, а в августе уже все дети смогут действительно пойти в полноценные лагеря, будет организована школьная биржа труда и работа студенческих отрядов. Сегодня индекс самоизоляции в Якутске составляет 3,1 балла. Яндекс.Карты вычисляют, как много людей сидит дома. Чтобы это выяснить, аналитики рассчитали специальный индекс самоизоляции. От 0 на улицах много людей, до 5 все сидят дома. Используются обезличенные данные об использовании приложений Яндекса. В этом году исполняется 95 лет со дня организации в России детского оздоровительного отдыха. И Роспотребнадзор уже утвердил новые правила работы летних лагерей в условиях пандемии. Что должно измениться, безопасно ли это и почему самоизоляция для ребенка может быть опаснее группового отдыха? Подробности у Максима Кардозу. В конце мая многие родители вздохнули с облегчением. Детские оздоровительные лагеря все-таки заработают в этом году. Они откроются с 1 июля. Правда, здесь планируется много нововведений. Одна смена будет уменьшена с 21 дня до 14. Сократится и количество отдыхающих одновременно. В 2 раза. Полный запрет на посещение родных. Детей будут тестировать на COVID-19 и следить за их здоровьем. Кстати, очень интересно, что если первоначально родители, испугавшись, детей решили не пускать в детские оздоровительные лагеря, то сегодня все больше и больше заявок. Меню для детей разработано. Все средства гигиены, необходимые для того, чтобы были чистыми ручки, приобретены, зная, что приобретается в большом количестве. Воспитателей в этом году готовят по парамедицинским программам дополнительно к обычным педагогическим программам, поэтому я считаю, что нужно организовать отдых. Эксперты отмечают, организованный отдых в условиях карантина – это именно то, что доктор прописал. Самоизоляция плохо влияет на состояние здоровья детей. Отсутствие двигательной активности у детей мы наблюдаем, набор веса у детей, даже у тех, которые были очень стройными, отсутствие нормального общения, потому что оно резко заменилось на дистанционное общение, и это для детей очень сложно. Но подыскать для ребенка подходящий лагерь тоже окажется непросто. Дело в том, что дети смогут отдыхать только внутри своего региона. То есть отправить из Якутии свое чадо, например, на море в Артек, будет нельзя.
Если нет дачи или бабушки в деревне, специалисты советуют все равно пытаться организовать активности ребенку. Например, подписаться на онлайн-тренировки. Надо только подобрать правильную активность, имеется в виду, под вашего ребенка. Самое оптимальное – это какой-то просто фитнес, то есть силовые упражнения. То есть у ребенка должны быть силовые упражнения и должны быть кардионагрузки. Вот. Силовые упражнения со своим весом дома, элементарно можно придумать и сделать. Нужно мотивировать ребенка к этим упражнениям. Понятно, что самое лучшее – это собственный пример. Это поддержит здоровье ребенка даже в условиях самоизоляции и поможет пережить пандемию. Ведь карантин когда-то закончится. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Навигация некоммерческих маломерных судов открывается в отдельных районах республики. С 7 июня навигация открыта в Амгинском, Верхоянском, Жиганском, Кобяйском, Момском, Тампонском, Усть-Майском, Усть-Алданском, кроме реки Лены, Аймиконском и Вена-Батантайском районах. С 10 июня в Анабарском, Верхнеколымском, Оленёкском и Среднеколымском районах. Отмечается, что сроки открытия навигации для маломерных судов в районах, где высокий уровень заражения коронавирусом, будут рассмотрены после стабилизации обстановки. На Вилюйской ГЭС приступили к водосбросам. Это обязательная ежегодная процедура. Как правило, ее проводят в конце весны или начале лета. В этот раз затвор каскада, который удерживает воду в хранилище, подняли в начале июня. Подробности у Кристины Кашириной. Кипит, бурлит, брызжет. В Вилюйское водохранилище будто заглянул разгневанный Посейдон. Но посмотри он вокруг, вмиг умилился. По одну сторону плотины все еще лежит снег, по другую на камнях растут одуванчики. Водосбросы в Чернышевском стартовали утром. На малом мосту гидроэлектростанции по этому поводу фотосессия. Зрелище впечатляет даже сотрудников, которые работают тут годами. Молодой электрослесарь Эрдени Салданов так близко подобное видит впервые. То в отпуск уезжал, то в цехе был занят. Когда отсюда смотришь вниз, страшно стоять на мосту. С Мирного приезжают, смотрят. И вот трасса идет, все останавливаются на мосту, всегда смотрят водосброс. 750 тонн воды в секунду падают с высоты 75 метров. Добираются до бетонного трамплина и гасят свою энергию. Процесс водосброса на всех гидроэлектростанциях проходит примерно по одному сценарию. Но вот сами сооружения на каждой местности уникальные. На Вилюйской ГЭС гордятся затвором. Сам вес затвора 553,9 тонн. Длиной он в ширину 40 метров, в высоту 16 метров. А затвор держит два канатных механизма, и поднять его могут максимум на 15 метров. Затворы на Вилюйской ГЭС открывают постепенно, каждые 20-30 минут понемногу. Это делается для того, чтобы от большого потока воды не пострадали люди, которые находятся на берегу внизу по течению. И рыба. Для нее вот такие колебания воды – это лишний стресс. Он повлияет на нерест. Напрашивается вопрос, зачем тогда вообще станции избавляться от воды? Причин несколько. Во-первых, после зимы в хранилище из-за оттаившего снега остается много излишек. Во-вторых, гидроэлектростанция позволяет при необходимости увеличить расход, допустим, для обеспечения судоходных глубин ниже по течению. И, собственно, для этого сегодня на каскаде Вилюйской ГЭС открыт затвор водосброса. Как долго продлится сброс воды, сказать сложно. Это зависит от гидрологических условий в бассейне Вилюйского водохранилища и навигации на реке Вилюй. Впрочем, хотя бы издалека насладиться искусственным водопадом у проезжающих мимо будет минимум 20 дней. Кристина Каширина, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». На федеральных трассах Вилюй и Колыма будут строить мосты, реконструировать и ремонтировать дорогу на участках протяженностью 140 километров. Объем работ оценивается в 10 миллиардов рублей в рамках федеральной программы развития транспортной системы. По автотрассе Колыма акцент сделан на строительство капитального типа покрытия от Нижнего Бестяха до села Чурапча. Кроме того, планируется реконструкция на проблемных участках перевала Зайчья петля и Нерский прижим. Будет введено 4 мостовых перехода в Сунтарском Улусе, на границах Верхневилюйского и Нюрбинского, а также Мирнинского и Сунтарского районов. Усть-майские промышленники на Джугджуре добыли первые килограммы золота в условиях пандемии. Подробности у Юрия Таюрского.
Несмотря на непростые условия работы в режиме повышенной готовности, объявленные в Усмайском районе еще 17 марта, старательские артели вовремя начали сезон золотодобычи. Нехватка специалистов и рабочих, а также соблюдение режима строгой самоизоляции у горняков – все это не повлияло на рабочий настрой. Первые килограммы у нас есть уже в кассе. Вот. Хороший показатель по сравнению с предыдущими вообще годами. В мае месяце 50 килограмм никогда не было. Максимально 25. Ну вот так стремимся к лучшему. Специалистов и рабочих рудник «Дуэт» завезли еще до начала пандемии, до введения жестких мер в феврале месяце, когда проводились ремонтные работы на фабрике. Штат здесь укомплектован полностью. Стараемся набрать специалистов. Если не получается, то набираем тех людей, которые не боятся труда, и обучаем. В каждой смене на фабрике работает по 13 человек. Из них около 30% местное население, остальные с других регионов России. Хуже всего дела обстоят, конечно, это транспортный участок, на котором не хватает бульдозеристов. Вот это очень сильно бьет по нашим перспективным работам. Другая старательская артель «Тампо Аурум» еще осенью провели осеннюю скрышу. А как только появилась возможность и сошел лед, запустили промприбор в эксплуатацию 22 мая и начали добычу золота в этом сезоне. На сегодняшний день этот участок у нас достаточно бедный. Здесь порядка 5 килограмм на сегодняшний день добыли. Ну, тут только начало, верхняя часть пласта. Проблемы этих двух старательских артелей схожи. Не укомплектован штат предприятий из-за жестких мер коронавирусной инфекции. Взаимоотношения у нас достаточно хорошие, происходят, скажем, путем диалога. Я считаю, что мы друг друга понимаем, и артели нам помогают. Руководство района подписали с недропользователями соглашение о социально-экономическом сотрудничестве муниципального района Усмайский улусрайон с руководителями старательских артелей, в котором отражена социальная ответственность недропользователей и их участие в развитии территорий присутствия, жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры. Юрий Таюрский, поселок Югоренок. Ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь» открылся в Москве. В рамках трехдневного мероприятия посетители смогут ознакомиться с книгами 200 издательств, а также увидеть выступления артистов театра, музыкантов и писателей. Сообщается, что многое из программы будет транслироваться онлайн. Все участники ярмарки должны соблюдать социальную дистанцию, иметь средства индивидуальной защиты. Кроме того, они обязаны оформить цифровой пропуск, если планируют добираться на личном или общественном транспорте. Сами площадки будут регулярно дезинфицироваться. Редкое природное явление – полутеневое затмение Луны можно было наблюдать в небе над запретным городом в Пекине в ночь на субботу. Явление возникает, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и своим естественным спутником, а Луна попадает в тень Земли. Клубничным затмение называют из-за того, что в древности оно приходилось на период сбора ягод. Второе в этом году полутеневое затмение можно было наблюдать в большинстве стран Европы, Азии, Африки, Австралии, а также в восточных частях Южной Америки и Антарктиды. Оставайтесь с нами, будьте всегда в курсе главных событий.